Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Фирма под контролем дяди президента сдала спорткомплекс в Аркадаге с недоделками. В июле 2023 года в умном городе Туркменистана, а именно так называют Аркадаг, были сданы в эксплуатацию стадион на 10 тысяч зрителей и многопрофильный спортивный комплекс. Оба этих объекта посчитали настолько важными, что включили их в первую очередь строительство, которое вела фирма Аджаиб Бина, подконтрольная зятю Гурбангулы Бердымухамедова Анна Назару Реджепову. Основное предназначение стадиона Аркадага – служить домашней ареной одноименной команде по футболу, однако, как и комплекс по соседству, он также спроектирован для тренировок и соревнований по многим видам спорта. Но прошло всего лишь полгода после открытия, как проблемы с качеством объектов настолько допекли их пользователей, что Ала Бердисапаров, глава Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана, решил написать письмо Гуванчу Арунову, тогдашнему министру архитектуры и строительства, и приложить к написанному фотоальбомы с зафиксированными в них дефектами и недоработками. В частности, в письме сообщается, что построенный хозяйственным обществом Аджаиб Бина стадион на 10 тысяч мест и многопрофильный спортивный комплекс имеют недостатки в строительстве, материально-техническом обеспечении и инженерно-технической инфраструктуре, создающие серьезные препятствия для их эффективной целевой эксплуатации и проведения спортивных мероприятий на высоком уровне. Если говорить в общем о недостатках в Аркадаге, то они очевидны едва ли не в каждом объекте недвижимости умного города, от многоквартирных домов до образовательных корпусов. Но стадион и комплекс – это имиджевые объекты, особенно важные для Гурбангулы Бердымухамедова. К сожалению для министра Арунова, он не успел ничего исправить, лишившись должности уже через 2 недели после получения письма. Едва ли спортивные сооружения стали единственным поводом для его увольнения, но наверняка внесли свою лепту. Сравнивая строительные недоделки таких приоритетных объектов, как стадион и многопрофильный спорткомплекс с новыми жилыми домами в городе, можно констатировать: обычным гражданам не приходится ждать чего-то хорошего от их квартир с отваливающимся кафелем, отсутствием плинтусов, текущими кранами, перекошенными дверями и другими недоделками. Да и кто из жильцов посмеет жаловаться на некачественное строительство, если люди боятся даже малейшего шума в подъезде, опасаясь выселения и из такого жилья? Между тем, крупные недочеты фирма Аджаиб Бина допускает не впервые. Так, Туркмен Ньюс ранее рассказывал об одном дипломатически-торговом скандале, случившемся в Туркменистане в 2018 году. Аджаиб Бина в нем засветилась. Тогда несколько местных фирм, задолжавших российскому производителю лифтов $500 000, отказались платить. В преддверии Азиады 2017 года они обратились к Карачаровскому механическому заводу, и тот без полной предоплаты под гарантийное письмо от Хакима Ашхабада в сжатые сроки поставил всю запрашиваемую продукцию. Однако событие прошло, и об оплате забыли как компании-заказчики, так и туркменские чиновники. Заводу пришлось пройти через процедуру банкротства и сменить собственника. Больше половины долга, $268 тысяч, приходилось именно на долю Аджаиб Бина, что не помешало компании спустя несколько лет стать главным застройщиком спорткомплекса и стадиона. И даже новые серьезные промахи, совершенные при строительстве этих объектов, не стали поводом вывести компанию за пределы делового поля. Наоборот, Аджаиб Бина позиционирует себя ключевым игроком, напрямую влияющим на экономический рост Туркменистана. Об этом заместитель директора фирмы Бактыяр Аннаяров рассказал в интервью компании Beyond Investments Group. По его утверждению, фирма занята некими стратегическими инициативами в строительстве умного города и активно готовится к участию в международных тендерах. Почему одни фирмы в Туркменистане не могут взыскать оплату по законным договорам и несут убытки на сотни тысяч и даже сотни миллионов долларов, а другим и море по колено? В случае со стадионом для футбольного клуба «Аркадаг» в городе Аркадаг никакого наказания горе-застройщикам не последовало как раз из-за причастности к этому самого Аркадага. Аджаиб Бина находится под контролем Анна Назара Реджепова, зятя Гурбангулы и дяди президента Сердара Бердымухамедовых. Аркадаг означает покровитель, и Гурбангулы Бердымухамедов действительно является преданным и щедрым покровителем интересов некоторых жителей Туркменистана. Лично себя, своих ближайших родственников, а также клана Реджеповых, но за счет всех остальных. Анна Назар наиболее влиятельный из Реджеповых, и по масштабу того, что он получает из казны, приближается к свояку. Помимо Аджаиб Бина, Анна Назар контролирует и строительную фирму Нусай Йолары и ее самый известный проект – автобан из Ашхабада в Туркменабад, на который было выделено из госбюджета $2,3 миллиарда, и который не могут закончить вот уже много лет. Нусай Йолары
также строила в центре Ашхабада дорожную развязку, которая ремонтируется каждые год-два, и также другие нужные и ненужные объекты, профинансированные за счет казны. Ни размер сметы, ни значимость объекта для высшего руководства страны не конвертируются в высокое качество, зато личное благосостояние Ана-Назара и его сыновей растет на глазах. Гурбангулы Бердымухамедов инспектирует ход строительства Аркадага практически каждую неделю, уделяя внимание даже самым мелким деталям. В свой последний визит 7 марта он потребовал ускорить работы над объектами второй очереди. Они должны быть сданы в эксплуатацию в сентябре текущего года. Как их в итоге построят, видимо, значения уже не имеет. Земля и недвижимость – одни из самых прибыльных сфер, куда спешит пролезть и протащить родственников каждый коррупционер Туркменистана, а строительство целого города дает те же возможности, но в новом масштабе. Однако то, как могут поссориться из-за ремонта квартиры или раздела сельскохозяйственного участка, обычные родственники, так и интересы Бердымухамедовых с Реджеповыми во многом расходятся, и эти противоречия концентрируются в Аркадаге. Одни находятся в центре внимания и движимы честолюбием, другие обречены вечно прятаться и довольствоваться лишь наживой. В самом фундаменте их отношений есть трещина, так что если фирма Реджепова продолжит проваливать серьезные контракты, то рано или поздно на том или ином объекте эта трещина перерастет в раскол. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.